День добрый. В предыдущих видео я уже рассказывала вам, что с 21 июня открылись границы внутри стран, входящих в шенгенскую зону. А вот с 1 июля Шенген открылся для стран, как здесь говорят, третьего мира, то есть стран, не входящих в еврозону. В прошедшую пятницу очень бурно обсуждался вопрос, какие же страны смогут въехать в Евросоюз. Сначала определили 18 стран, потом 15, называть я их вам не буду. Для меня больнее всего, что туда не вошла моя родина Россия. Не вошли также Соединенные Штаты, Бразилия, Аргентина, и другие государства. Там, где считается, что пока обстановка неблагополучная. Здесь нет какой-то политической подоплеки. Здесь вопрос эпидемиологической ситуации. Но в России где-то в день в среднем 7 тысяч заболевают. Это пока очень большая высокая цифра. По стандартам Евросоюза должно быть где-то на 100 тысяч населения 16 заболевших. Поэтому будем ждать, когда немножечко все придет в норму, когда Россия начнет по-настоящему выздоравливать. Пока вот такая ситуация. Пересматривать вот такой стандарт будут где-то раз в 2 недели. То есть в следующий раз будут думать, какие государства могут въехать, ориентировочно 15 июля. Подождем, как будет складываться дальше этот процесс. Пока очень много туристов из Германии, Франции едут в Испании. И ждем туристов из Великобритании, потому что для них отменила Испания 14-дневный карантин. Но меры экстремальной гигиены в Испании сохранились. Я о них вам рассказывала в предыдущих видео. Сейчас вот в аэропортах, например, турист проходит, или только турист, приезжающий, тройной контроль. Он заполняет анкету, откуда он приехал и куда. Затем визуальный контроль и измерение температуры. Вот у меня знакомые, которые прилетели на днях, говорят, что они только заполняли бумажку. Больше никаких мер предосторожности к ним не применяли. Не знаю, совсем ли так, или вот моим повезло, не повезло, тут трудно сказать, как правильно. С аэропорта туристы отправляются на свое, так сказать, место временной жительства, в апартаменты, или если у них есть здесь жилье купленное, или в отеле. Вот об отелях несколько слов. Они в основном закрыты. Открытие ожидается с 11 июля, когда будет поток туристов. Правильно, экономически невыгодно держать и содержать отели вот с полупустыми, а то и вообще почти незаполненными постояльцами номерами. Вот у меня напротив, в качестве примера, маленький отельчик, 2-звездочный, очень симпатичный, комфортный, несмотря на такую маленькую звездность, даже с бассейном на крыше. Но если он был переполнен весь год, потому что он просто выгоден и удобен, и хорошо расположен, то вот после карантина он открылся. Я вот смотрю в окно вечером, от силы 3-2 окошка светится. То есть он тоже пустой на сегодняшний день. Далее турист отправляется в бар-ресторан. Что там изменилось? Во-первых, у входа везде стоят бутылки с гелем для обеззараживания рук. Официанты все в масках. Что интересно, что если сначала разрешали только на террасах быть отдыхающим, потом разрешили внутри помещений, сначала на 50% заполняемость, потом на 75%, теперь полностью сняли все ограничения. Можете представить, что там творится. Никакого социального дистанцирования, никакой предосторожности не соблюдают отдыхающие. Почему-то, потому что, естественно, владельцы баров и ресторанов пытаются на полную катушку вернуть то, что они потеряли за эти карантинные месяцы. О пляжах несколько слов. Я вам тоже уже рассказывала, что там и сенсорные датчики, и отдельно на больших пляжах вход и выход с пляжа. И стоят полиция и менеджеры, которые смотрят на заполняемость. И даже в интернете в Испании завели страничку, куда можно зайти и посмотреть интересующий вас пляж, как он заполнен. Более того, если он переполнен, то там просто прекращается вход. У меня в Лорете курортный городок. Пляжи всегда забиты. Они сейчас практически полупустые, только местные жители бывают. Естественно, никто ничего не соблюдает и нет смысла. А в Барселоне на самых таких известных пляжах тоже все переполнено. Никаких, конечно, масок, кто будет загорать и купаться в масках. Никакого тоже, опять повторюсь, социального дистанцирования. И вот такая любопытная вещь, как дискотеки. Их открыли в Испании, представьте себе. Танцевать в них нельзя, поскольку в танцах соблюсти вот это дистанцирование нереально.
Ну, кто может вот такое придумать? Зачем их вообще тогда открывать? И они или закрыты многие пока, опять-таки, либо полупустые. Потому что посидеть, выпить там бокал вина или чашку кофе, зачем? Предпочтительно пойти в бар. А молодежь, которая любила этот щедрый и веселый отдых, теперь на дискотеки не ходят. Я имею в виду местную молодежь, испанскую. Они покупают вина, которые здесь качественные, очень дешевые, им залейся, как говорится, и устраивают тусовки на улицах. И вот говорят, что сейчас это один из источников вспышек заболеваний. А их уже вот на сегодняшний день 55 по Испании. Нужно сказать, что кроме вот молодежного вот такого вот неприятного момента, еще сельхозрабочие, которые едут с других стран на работу, на сбор урожая, который поспел сейчас в Испании. Ну и, конечно, опять-таки туристы. Поэтому ждем вторую волну. Сначала обещали, что будет не раньше октября, сейчас уже речь идет о конце июля. Поживем, увидим. Поэтому, ну, вроде бы что-то и соблюдается, что-то вроде и смотрит Министерство чрезвычайной ситуации, как и где проходит. И даже принимает жесткие меры. Вот, допустим, регион Арагон, где была вспышка недавно, его закрыли, сняли вот эти вот ограничения, которые были, и сразу перевели на вторую фазу карантина. Представьте себе. И предупреждают, что в других регионах при вспышках такие же жесткие меры будут приняты. Я считаю, что это справедливо. Но вообще, конечно, экономика в гнилом состоянии. Ведь туризм был одна из доходных, так сказать, статей бюджета. Вот только в Барселоне за лето потеряно 8-9 миллионов евро из-за того, что нет туристов, и что закрыты бары, рестораны в основе своей были. 50, где-то 60% турагентств закрываются. Работать не с кем. А те, что остаются, хотят переориентироваться на местный туризм. В общем, как пел любимый мой обожаемый Владимир Семенович Высоцкий в своей песне, все не так, ребята, все не так. Поживем, увидим. А пока боимся второй волны, и тем не менее ждем туризм, который должен спасти Испанию. Пока-пока, будьте здоровы.